Всем привет! Всем привет! Ну что, сегодня замечательный денек, 4 ноября. Праздник сегодня, день единства, выходной день. Смотрите, сколько народу валит. Магазин за едой, выпивкой, подарками, может, кто-то подарки дарит. Ну, праздник как бы относительно молодой этот. Но вот я помню, что 4 ноября я был в это время, в 2015 году, ой, какой 2015? В 2005 году. В 2005 году с этого, или в 2004 году, вот, я был в этот день на Красной площади. Это был выходной день, я как помню, в Москве. Ну, я пришел на Красную площадь с целью как бы, ну, что там, выходной день, ну, посмотреть, да, куда ходят в Москве. Ну, Красная площадь, там Охотный ряд, пошарахаться, там Макдональдс тогда было, перекусить. Вот такого рода. И, господи, какие-то машины там, что там сзади включают такое. Ну и пришел, а там на площадь не пускают. А поскольку президент был как раз там, он к памятнику Минина и Пожарскому, знаете, да, на Красной площади установлен. Там цветы обычно в этот день возлагает. И поэтому там с утра было оцепление, в общем-то, и туда никого не пускали. Но зато пускали, был бесплатный вход в исторический музей на Красной площади. И вот там очередь образовалась такая. Ну, халява, понимаете. Люди-то халяву любят. Ну, я тоже думаю, что надо же воспользоваться. И встал очередь. Ну, где-то там минут 15 постоял. Быстро зашли мы туда. И чувствую запах такой кофе. Вот это, знаете, когда кофейня такая, приятный такой. Еще ты когда немножко такой подзамерзший там, да, значит, проголодавшийся, запах кофе этот просто он манит. И оказывается, там, в этом историческом музее, чай, кофе, блины, значит, вот предлагали. И бесплатно даже, представляете, бесплатно. Но я, по-моему, я не снимал ничего там тогда. Я просто в самом музее фотографии там сделал какие-то. И вот таким вот образом посетил я это исторический музей бесплатно в этот день. Где-то фотографии у меня должны быть. Я там фотографии что-то на сотовые тогда. Сотовые тогда плохенькие в 2005 году были. Какой-то Siemens у меня был. И, соответственно, вот что-то осталось такое. Наверное, надо искать где-то в архивах далеких. За это время, конечно, накопилось очень много фотографий, всяких видеоматериалов. Все это где-то лежит. Надо вот поискать будет. Вот такая халява. И поела я этих блинов, значит, с чаем попила. Ага, значит, там иностранцы были. Понимаете, да, иностранцы тоже были. Тоже им бесплатно все это как бы подфартила вот такая вот. И чай, и кофе, и блины, там, и посещение исторического музея. А так музей-то хороший, действительно, там, по-моему, 4 этажа. Или 3. И, значит, вот посетить его довольно любопытно, если у вас, конечно, есть интерес вот
к этим всем там артефактам разным. Ну, там про историю России, по сути дела, там какие-то древние раскопки, ну, как образовалась Россия, такого рода. Значит, интересная довольно выставка. Ну, а что, мы сейчас идем, смотрите, где. Мы вот идем вот здесь вот. Я специально для вас это все снимаю. Как бы вот такой контент. Еще не стемнело. Не стемнело, и погода, в общем-то, хорошая. Немножечко какой-то снежок, что ли, или мне кажется, падает. Ну, а так в целом погодка замечательная, ветра такого нету никакого. Ну, немножко облака, конечно, да, сейчас осень, не без этого. А вот все-таки рука стала подмерзать у меня. Так, надо переключиться на другую руку. Ну, это такой отход здесь. Тропа есть за магазин, торговый центр Улуру Молл на улице Кальвица. А там еще Айгуль, Бобыльгум, там кто знает, вот эти вот чудо-магазины есть и другие. Вот тут какое-то место, смотрите, что-то кто-то разжигал. Шашлык, что ли, делали? Ну, снег-то, то есть это относительно недавно уже. То есть это чернота. Вот тут проходим мимо каких-то спецзон, не знаю, что это спецзоны, колючая проволока. И вот таким вот образом. Ну, пока не стемнело, еще идти можно. Как бы, а потом-то уже довольно рисково будет. Ну, хотя в Якутске относительно, ну, конечно, безопаснее стало, чем раньше, да, вот взять эти 90-е годы, там это сейчас жуть, нулевые тоже жутково. Сейчас порядка все-таки больше стало. Вот что это вот такое? Я тут, по-моему, уже второй или третий раз прохожу, и постоянно вот эти вот какие-то здесь место тусовки чье-то. Шашлык, башлык или что там они делают. Так, вот мы вышли к какому-то зданию. Не знаю, что за здание. Это, по-моему, какой-то колледж или что такое. Вот. Это параллельно с улицей Бестужева. Бестужев, Мурлинский, или как правильно-то, господи, забыл уже совсем. Собачки-то меня не покусают, я надеюсь. Вон те, резвые собачки. Надеюсь. Да, вот тут здание, корпус, памятник, бюст известного деятеля. Так, ну у меня сейчас вот это главная проблема с этими собачками. Как они там вообще себя поведут. Пока они стоят смирно, и на меня 0 эмоций. Но вижу я, что что-то они замыслили. Они похожи с одной породы. Вот та сзади что-то. Сейчас, ну-ка, посмотрим. Не побегут они за мной? Пока не слышно. Сейчас страшно тогда ходить. Вот одному, смотрите, никого нету. Никого нету. Вот я один иду. Здесь, ну, не побежали. Не побежали, значит, это хорошо. Просто очень хорошо. Так, ну тут какой-то забор. Смотрите, какой забор. Шикарный, можно сказать. Из камня на сваях. Мася Вова. Дом Бестужева Марлинского 23А. Не знаю, что здесь за контора. Шарага находится. Ну, что-то находится однозначно. Ну, улица Бестужева Марлинского довольно, она
насыщена транспортом, как вы видите. Тут всегда машин довольно много. То есть по этой машине, в принципе, можно даже куда-то в сторону аэропорта. Там дальше улица Чеченко. Вот такого рода. Так, что мы здесь? Разливные напитки 24 часа. Лимонад квас 24. И распиловка мяса. А также вон там колеса. Колеса. Мужик лазит, там что-то колесо вытаскивает. Ну, тут какие-то постройки вот такие вот. Уже сколько лет, сколько зим. Авторай. Мой сам профессионально. Это помойка. Мойка. Помойка, блин. Мойка. Там он что-то номер 1. 758 899. Number 1. Номер 1. Чего? Ресторан. Какой-то. Шинный двор. Так, вот здесь мне надо осторожнее. Накатанные уже тротуары, соответственно, надо ходить. Дороги, тротуары, надо ходить, соответственно, осторожно. Да. Только накатают, долбанешься. Вот особенно, когда снежок выпадет, да, свеженький, не видно, и как долбанешься. Бестужевские бани 753-300. Вот там они, вот видно, да, вдалеке. Бестужевские бани. Так, ну и что, Штерн еще какой-то там. Так, тут ходит маршрут номер автобуса 16. Так, Штерн, торговый комплекс. Продукты, фрукты, овощи, кофейня, быт, химия, аптека. Ну, что надо. С этой стороны какой-то полистирол, пластиковые трубы. То есть Якутск-то развивается, город. Соответственно, есть потребность вот в этих трубах, всей строительных материалах и так далее. Сами понимаете. Ну что, вот уже стемнело. Вот тоже улица Бестужева-Марлинского. Магазин «Квадратный метр». Вот. Снежок у нас. Уже зима. Ну, как зима? Осень. Зима, не знаю. Такая мягкая зима. Пока еще идет. То есть температура у нас сегодня 10 градусов. Энергосистемы. Вот тут электрику продают. А здесь всякие разные. Если вам надо обои или линолеум. Скиф, ветеран. Скиф. Вот здесь вот магазин. Мясо, рыба продается. Так, что еще вам тут интересно? Вот смотрите, как здесь накатано, а? Тут можно уже упасть. Такие вот горки, накатанные машинами. Частенько. По идее, ну, надо ходить так, аккуратно. Вот если ходишь аккуратно, то и не падаешь. Главное смотреть под ноги и правильно стопу ноги ставить, чтобы не скользило, не подскользнулся. Так, здесь у нас ковры, керамогранит, плитка. С этой стороны газ-бойлер, автономные газовые системы. Вот, а этот еще домик-то старенький здесь, вот этот. Здесь тоже разные магазинчики, шланги, рукава, патрубки, хомуты, штуцера, камлоки. Это для чего? Сантехника, спецодежда, опт. Смотрите, перчатки от 18 рублей. И здесь вот хороший магазинчик Фикс Проф.
крепеж, мебельная фурнитура. Вот тут. То есть цены тут такие хорошие. Открыто, кстати. До 7 часов работает этот магазин. С этой стороны Ленский базар. Ну, продают они, значит, ванны, смесители, унитазы, мойки, столешницы, ковролин, линолеум, лаки, краски, столярные, крепеж. Вот здесь вот такой. С этой стороны импорт. Что там? Импорт. Машинный какой-то импорт. Продают, видать, можно заказывать. С этой стороны комплектуем мебель. Там тоже ЛСД, ЛДСП, распил, МДФ. Мебель, фурнитура, столешницы, мойки. С этой стороны вот хорошая тут улочка такая с полезными магазинами. Фрукт. Ну, здесь фруктики продают разные. Там можно подкупить яблочек, что-то. Тут, кстати, цены такие вроде как невысокие. Ну, тогда я заходил когда-то. А это вот тут магазин, здание Холбас принадлежалось. Ну, сейчас здесь кафе Азия, индустрия окон, пластиковые окна вам вставляют. Кафе Азия, так, шашлык, башлык, и еще ремикс здесь. Ну, что-то мало. Яньшень, массаж, косметология, вот и китайская. Кому надо массаж китайский, здесь. Ну что, вот здесь еще шаурма. Так, теперь они переехали в теплое здание, распиловка мяса. Тушку могут вам разрезать. Вот здесь занесенная снегом. И здесь куча автомагазинов. Шинсервис. Потом вот для российских УАЗ, ВАЗ, Нива, мотозапчасти, Урал, Восход, Буран, Иш, Минск. Так, здесь у нас Равинол, Моторол. Ну, тоже автомобильная какая-то штуковина. Замена масел. Вот здесь вот кучка такая. А здесь напротив, смотрите, местечко такое. Здесь деревянные здания были. Но там вот они остались еще как бы, да? Ну, вот здесь вот снеслись. То есть я предполагаю, что будет застройка в этом месте. Будут жилье строить. Ну, место, ну, наверное, жилье, да, или какой-то соцобъект. Выходим на 5-ю поликлинику. Медцентр, еще так его называют, да, медцентр. С этой стороны здесь тоже запчасти японских авто, евродвери, аквастиль, ну вот это, значит, сантехника, двери, много дверей здесь в продаже. Дальше проходим, это уже улица Кальвица. Я такой круг, получается, сделал. Так, дядюшка Донор. Это еда, да? Видать, какая-то. Кока-кола, Шмола. Автомойка, вот опять автомобильная тут часть. Машины моют здесь. Напротив здесь сквер, вот там памятник Бестужеву-Марлинскому. Это полицейный, знаете, может быть, во времена царя еще он здесь был. Вот улица Бестужева-Марлинского и сквер вот этот с фонарями. Там бюст его стоит вдалеке. Ну, это у нас Саха-Табак. А куда делся этот? Что, его нету, что ли? Закрыли? Съехал. Точно съехал. Тут же был этот дискаунтер. Ё-моё. Вот это новость. Я сюда частенько заходил. Что-то покупал там с еды. Это получается сейчас куда? Надо только на Федора Попова идти. Автомасла.
Да, заправка автокондиционеров. Ну, все такое для машин видно, да? А здесь, по-моему, тоже сдают помещение. Пиво, квас, пиво, закуски. Сюда, если пройти, здесь гаражи, а там сауна. Знаете, под каким названием она вдалеке стоит? Сказка. Сауна Сказка. Вот она там. Центр аккумуляторов. Центр. Вот тут куча аккумуляторов, вон там видно. Акумыч. Экспресс какая-то доставка. Так, здесь Равинол. Тонировка, Starline, фирменный центр. Ну, а здесь, по-моему, продают на втором этаже. Они сантехнику торговали, раньше мягкую мебель. Ну, а здесь вот здание Шины Якутии. Тоже аккумуляторы, машины такого рода. Вот это у них, смотрите, как все сверкает и блестит. Шина. Видите, шина какая. Сейчас мы к ней поближе подойдем. Шина. Видали, да, шина какая? Просто обалденно здоровая. Ну и здесь вот эта вот деревяшка. Раньше тут когда-то грузовое, или сейчас есть грузовое предприятие, короче, вот остановка называлась, или автотранспортная. И вот здесь была столовая в этом здании. Но сейчас тут непонятно что, тут какие-то магазины или что, но это ничего не работает, короче. Вот этот дом одноэтажный, старинный, профристомово. Для красоты КамАЗ, Урал, ЯМАЗ. Шины торгуют шинами. 14 регион. Запчасти. Вот такой вот. Здесь я вам показал закуток. Ремонт обуви. О, пожалуйста, можете сейчас унтики свои подшить. Унтики подшить там, чтоб видали, да, уже холодно. Унты надо одевать, чтобы нога-то не замерзла. А то на остановке будете стоять долго, нога промерзнет и все, кирдык. А, кстати, вот такие остановки ставят, да, теплые. Туда можно зайти и погреться. Ой, ты какой он ас, ё-моё. Дебил, не ас. Так, восточная кухня, кафе. И вот тут торговый дом Вигер, парикмахерская. Еще какие-то магазинчики мелкие. Ну вот здесь вот восточная кухня, можно зайти, перекусить. Боже мой, как он несется. Что за люди такие, а? Ну вот, я, по сути дела, замкнул свой круг, который снимал. Поэтому снимать больше нечего. Всех с праздником. Пока.